Салям алейкум, добрый вечер. В эфире АТР, передача «Истихамед», что в переводе означает «направление». Сегодня мы с гостями будем искать правильный путь. И у нас в гостях муфтий мусульман Крыма, избранный на материке Айдербей Рустамов. Салям алейкум. Алейкум салям. И глава Совета улемов Сулейман Хайрулаев. Салям алейкум. Алейкум салям. Зрителям напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. У нас работают телефоны, которые указаны на экранах. Режиссеры их уже, наверное, показали. Поэтому, если есть вопросы, звоните. Наши гости будут рады ответить на ваши телефонные звонки, на вопросы. И говоря о том, что сегодня мы говорим про лицемерие, как оно проявляется. Говорят, что лицемерие – это страшная болезнь сердца. И действительно ли это так? Мы сейчас попытаемся узнать у наших гостей, которые готовы рассказать и побеседовать на эту тему. Наверное, Рустам Айдербей, начнем с вас. Что значит вообще лицемерие, сущность лицемерия? أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Прежде всего надо знать, если мы говорим об исламе, о моральных качествах в исламе, надо знать, как они правильно произносятся, то есть этимологию этих слов, то есть на арабском языке как. Потому что все наши тексты, на которые мы опираемся, Коран прежде всего, а потом сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они все на арабском языке. Так вот, на арабском языке нифак, біздің тілімізде де нифак нифак. Слово нифак в языке две версии упоминают языковеды. Одна из версий это нафика аль-ирбу, то есть это слово происходит от нафика аль-ирбу. Что значит нафика аль-ирбу? Это подземный ход такого животного тушканчика. То есть этот африканский тушканчик ирбу. Он имеет норы в земле, то есть разные норы, то есть несколько нор. То есть если его начинает преследовать какой-то хищник, он выходит с одной норы. Если с другой, то с другой норы и так далее. Согласно другой версии, слово нифак происходит от слова нафак, подземный ход. Ну, в принципе, как бы приблизительные значения, что там подземный ход, что тут подземный ход. Этимология, она что нам дает? Она как бы дает нам более глубокое понимание как бы этого явления. Лицемерие – это явление. Вот. С точки зрения же ислама, терминологическое значение нифак, его ученые определяют как выявление, то есть показывание веры, атрибутов веры и скрытие неверия. Ибн Кафир обобщил, рахимахуллах, сказал, что это выявление, в общем, благого и скрытие зла, то есть того внутри, которое есть у человека. Ну вот если говорить об определении, в принципе. Сулейманбей, если можно, расскажите про сущность этого понятия вообще. Откуда происходит, в чем заключается? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Муфти Бей рассказал о определении его. Мы должны понимать следующее, его положение в религии. На самом деле это один из величайших грехов. Более того, он более страшнее, нежели обычное неверие, человек, который не уверовал. Потому что нифак, лицемерие, когда человек показывает тебе веру, он проявляет ее, он с тобой как верующий, но на самом деле внутри он не таков. Это активное проявление. Это в своей основе такого. Активное проявление начинается, когда приходит испытание. Потому что Аллах Субхану ва Тааля в начале суры Аль-Бакара упоминает три категории людей. Верующих, неверующих и лицемеров. А верующих Аллах Субхану ва Тааля упоминает в 4 аятах. О неверующих в 2 и о лицемерах в 13 аятах. Это указывает на насколько лицемерие на самом деле является пагубным, насколько оно является омерзительным. На самом деле, само лицемерие, оно проявляется как в убеждении человека, так и в его поступках.
Лицемерие в убеждении – это на самом деле тоже и неверие есть. Потому что Аллах в Коране говорит: «Инналь мунафикина фи даркиль асфали минан нар». Поистине лицемеры в самой низкой степени огня. В других аятах Аллах говорит: «Юхади'ун Аллаха ва расулу». Они предают Аллаху, то есть они предают Аллаха и Его посланника. Таким образом, это в убеждении, когда человек на самом деле не уверовал, но он, находясь с верующими, решил им показать свою веру, потому что ему так хорошо, ему так безопасно, и его должны считать своим. Второй вид лицемерия – это лицемерие в поступках. Человек на самом деле, он верующий, но его поступки – это поступки лицемеров. И поэтому о нем нельзя сказать в полной степени лицемер, но в нем есть признаки лицемера, и если эти признаки лицемера все соберутся в нем, то этот человек на самом деле будет тем лицемером, о ком говорит Аллах в Коране. Сау, Айдер Ходжа, если можно, расскажите, в чем проявляется лицемерие, как можно его заметить, определить? Есть же, наверное, какая-то оболочка, что мы можем увидеть, что это именно является лицемерием в действиях человека? Аллах Субхану Тааля, то есть, как подчеркнул уважаемый глава Совета улемов шейх Сулейман, уделил очень огромное внимание лицемерию, описанию лицемеров именно. То есть 13 аята в суре Бакара, есть целая сура, которая была ниспослана, 63-я. То есть если открыть Коран, Мусхаф, она будет 63-й. То есть есть целая сура, которая посвящена именно описанию лицемеров, какие они. Это на самом деле тема очень большая, как бы. То есть, если это сейчас все раскрывать, это займет очень много времени. А если вкратце упомянуть, да, что о них упомянул Аллах Субхану ва Тааля, что они обманывают Аллаха и Его посланника и не чувствуют этого. Также Аллах говорит о том, что у них больные сердца. Также Аллах Субхану ва Тааля упоминает о том, что они блуждают, мечутся. То с этими, то с этими. То есть это как было при пророке саллаллаху алейхи ва саллям. То есть главой лицемеров это уже потом выявилось. То есть оно не было выявлено сразу. Абдулла ибн Убай был. То есть они пытались угодить и мусульманам, то есть и пытались угодить и иудеям, то есть удержаться и там, и тут. Мудабдабин, то есть как это упоминается в Коране. Также Аллах Субхану ва Тааля описывает их, говорит, что они глухие, слепые, немые и не находят верного пути. Также среди тех качеств, которые упоминаются, они издеваются, насмехаются над верующими. То есть это приносит им усладу, что как бы радость, да? То есть что свидетельствует в принципе о том внутреннем гниле, то есть неверии. Поскольку если человек радуется горю верующего человека, значит он скрывает неверие. Также среди качеств то, что им неприятно, когда мусульмане одерживают успех, мусульмане одерживают победу. Это как среди мусульман, так и не среди мусульман, да, говорится? Среди мусульман, но имеется в виду мусульмане, когда мусульмане одерживают успех, победу, это им неприятно. Ну, это вот то, что я вспомнил. А если же говорить из истории ислама, можно ли привести примеры, которые были во времена праведных халифов, истории проявления лицемерия? Я бы добавил к словам муфти Эфенди о некоторых качествах, потом бы перешел к истории. Вы, наверное, имели в виду признаки. Вот, да, можно про признаки рассказать. Как... На самом деле, все, что было упомянуто ранее, это все Аллах в Коране упоминает. Это именно когда лицемерие проявляется воочию. Также Пророк ﷺ упомянул о некоторых признаках, которые, если будут в человеке, то это признак лицемерия. Одно из них, если он говорит, он лжет. Если он обещает, он не выполняет. Если ему вверяют что-либо в доверие, он предает. Это означает, если он рассказывает о чем-либо, кому-либо, то он всегда лжет. Почему он лжет? Потому что он хочет везде оказаться своим. То есть угодить рассказывающей стороне и представить другую сторону заблудшей, неправильной.
Везде, где бы он ни говорил, потому что обман – это не свойство верующего. Пророк Мухаммад ﷺ ясно в хадисе говорит, ложь приводит греховного приводит человека к аду, к огню. Далее пророк Мухаммад ﷺ также в хадисе сказал, если он обещает что-либо, он не выполняет. Мусульманин, Аллах Субхану Тааля говорит, повелевая верующим в Коране, «Я юхалладина аману, ауфу бил укуд». В другом аяте «ауфу бил ухуд», о те, которые уверовали, выполняйте свои обещания, выполняйте свои договора. И поэтому мусульманин – это из тех, для которого договор, который он дал, либо же заключил, обещание, которое он дал, оно важнее всего. И он, даже если оно ему сложно, он должен его выполнить. Первый договор – это договор с Аллахом. Договор людей с Аллахом заключается в том, чтобы они поклонялись Аллаху, ведь Он же их сотворил. Второй – это договор с людьми. Кто бы он ни был, мусульманин или не мусульманин, он должен выполнять этот договор. И третий, если ему что-либо дают, то есть на хранение, он обязательно предает. Либо же рассказывает какой-либо секрет, он обязательно предает. Раскрывает тайны. Раскрывает эти тайны. И поэтому это три основных качества, по которым человека возможно определить, что в нем есть качество лицемера. В истории на самом деле очень много. И при пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям, в каждой битве, когда доходило то есть дело до реальных событий, когда приходили трудности и испытания, всегда проявлялись лицемеры. Когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, переселился в Медину, были те люди, которые также с ним переселились, потому что думали, что Мухаммад, он одержит победу. И они всегда просили у Мухаммада: «О, Мухаммад, давай пойдем с войной, заберем наше имущество, наши остались дети, семьи, имущество». Пророк Мухаммад, саллаллаху, Аллах ему не разрешил еще в то время воевать. Но пришло время, когда Аллах разрешил верующим защищать свое имущество, свою жизнь. И в тот момент проявились они, сказали: мы не можем, мы больны и тому подобное. Один самым главным лицемером был Абдулла ибн Салюль. И известна история о том, что он хотел как бы дать подножку самому лучшему человеку на земле. Это Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Он обвинил его супругу Аишу в том, что она совершила прелюбодеяние. Для чего? Для того, чтобы внушить, для того, чтобы вселить в сердца верующих слабость. Бардак, раскол. Потому что верующие, пророк ﷺ сказал, они подобны одному зданию, подобно одному телу. Если у одного проблема, у одного что-то болит, то это тревожит все тело. И когда пророка Мухаммада обвинили, его супругу обвинили в том, что она совершила прелюбодеяние, это было трагедией на самом деле для пророка и для его окружения. И Аллах Субхану Тааля для того, чтобы выявить и показать несправедливость, Аллах не спасал целый 9 аятов, в которых Аллах очищает эту чистую женщину. И смысл этого заключается в том, что лицемеры своими поступками, их цель заключается в том, чтобы оказаться всегда в безопасной и в хорошей ситуации. Только для себя, остальных да, можно подвергать потому что опасности. если есть трудность, например, когда пророк Мухаммад ﷺ одерживал победу, они бежали к пророку ﷺ и клялись ему в том, что они уверовали в него. Но когда пророк ﷺ приходили испытания, и приходило войско, выходило против него во много раз больше, и когда они боялись проигрыша, они тут же пытались наладить связь с другой стороны для того, чтобы в нужный момент перебежать. То есть перебежчики своего рода. И это проявлялось в истории очень часто, во времена пророка, во времена халифов, и по сей день оно есть. Но суть заключается в том, что каждый верующий должен понимать следующее. Первое – это знать, что такое лицемерие, остерегаться его и знать, кто такие лицемеры. То есть опасаться их, потому что это болезнь сердца, а когда оно переходит в действие, то оно на самом деле сеет панику в сердцах, сеет тревогу в сердцах и приводит к расколу общества. Любого общества, как и мусульманского, так и не мусульманского. Лицемерие есть абсолютно в любом обществе, но
в исламе уделено ему огромное внимание, потому что это пагубный и очень страшный грех. Друзья, может, вы тоже приведете примеры лицемерия из истории? Да, есть интересный случай. Хадис приводится и у Бухари, и у Муслима. В более длинной версии он приводится у Тирмизи. Этот случай, он является как раз причиной неспосылания суры, которая называется «Лицемер». Это 63-й суры. В один из военных походов, то есть пророк саллаллаху вышел, то есть со своим войском, значит, и люди начали искать воду, то есть в пустыне. Среди воинов были бедуины. То есть бедуины отличались зорким взглядом, они быстро определяли воду. Но это была особенная категория людей. Это были черствые люди такие. То есть, и этот хадис передает Зейд ибн Аркам. И получается, бедуины первыми нашли воду, напились воды, а воду они набирали из колодца в сосуд. То есть набрали в сосуд воду, и этот бедуин, который первым нашел эту воду, как бы, да, подошел к колодцу, он из чувства как бы приверженности к своему роду сказал, типа, я не дам никому пить, пока не придут мои соплеменники, то есть и не напьются. А один из жителей Медины, это все среди мусульман, мы сейчас говорим про мусульманское войско, в котором были разные люди, то есть. И один, получается, из числа ансаров, из числа жителей Медины, то есть захотел воды попить. Тот ему отказал, тот начал силой, то есть открывать. Тот ему не дал, взял, значит, бревно, ударил его по голове, рассек голову. Вот. Поскольку это был житель Медины, а тогда лицемеры еще не были определены, то есть не была ниспослана эта сура, не были ниспосланы эти аяты. Потому что, как мы знаем, Коран ниспослался в течение 23 лет, в зависимости от обстоятельств и случаев, которые случаи возникали там и тут. Пути решения. И этот житель Медины, он, получается, пожаловался Абдуллах ибн Убайю, который являлся, как это выявилось впоследствии, главой лицемеров. И именно тогда Абдуллах ибн Убай сказал эти известные слова, о которых Аллах Субхану ва Тааля далее упомянет в этой суре лицемеры. То есть он сказал, не расходуйте на тех, кто окружает пророка. К пророку саллаллаху алейхи ва саллям приходили разные люди, разные делегаты, разные гости и так далее, поскольку они все были переселенцы, то есть они были вынужденные переселенцы, они покинули Мекку. Кочевали, да. Да. Они нуждались в помощи. И он сказал, не расходуйте на тех, кто вокруг посланника. Обратите внимание, он не сказал, не расходуйте, не давайте посланнику Аллаху, а сказал, не расходуйте тем, кто вокруг, чтобы они разбежались от него, чтобы ушли от него. И тогда он сказал свои известные слова, которых также Аллах Субхану ва Тааля упомянул в Коране. Когда мы вернемся в Медину, то мы посмотрим, кто есть более величественный, а кто более униженный, имея в виду величественный, то есть подразумевая себя, потому что он претендовал, то есть на пост лидера, то есть в Медине, вот, а униженных имел в виду мусульман, естественно. То есть и эта весть, эту как бы услышал Зейд ибн Аркам, услышал, и он забоялся, то есть и забоялся, что это может причинить вред посланнику Аллаха. Поэтому он поделился с дядей своим, а дядя пошел, сообщил об этом пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, узнал об этом, он отправил, то есть к Абдуллаху ибн Убай, удостовериться, действительно ли говорил тот такие слова. Тот поклялся, что не говорил, что это ложь. Поклялся именем Аллаха. Именно поклялся. И тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вынужден был принять его слова, поскольку тот поклялся. Поверить. Да. И пошла такая волна. То есть Зейд ибн Аркам, то есть дядя пришел его и сказал, что ж ты такого сказал, сообщил, что посланник Аллаха возненавидел тебя. То есть вот такие даже слова сказал его дядя, как бы Зейду, да. Вот представьте, это смута, то есть это волна. Это волна, получается, переживаний, волна потрясений, которая коснулась это общества, да. И это общество лучших людей на самом деле.
И Зейд ибн Аркам, он не знал, куда себя деть. То есть он настолько был опечален, озабочен всем этим, что он поникший шел. Поникший шел. И, наконец, пришло облегчение. То есть, как упоминается в хадисе, подошел посланник Аллаха, саллаллаху и дернул его за ухо, то есть потянул, с любовью имеется в виду, за ухо, и улыбнулся ему. Улыбнулся. И Зейд ибн Аркам говорит, эта улыбка, я бы ее не променял на вечную жизнь. То есть она как... Искренне, да? Да. То есть он понял, что он не виноват. Вот. А все же сподвижники вокруг наблюдали за этим. Тот же Абу Бакр и Умар, радаллаху анху, да будет довольными обоими Аллах. И Абу Бакр тут же подошел к Зейду ибн Аркаму и спросил, что тебе сказал посланник Аллаха. То есть Зейд ибн Аркам, он мне ничего не сказал, он просто меня потянул за ухо и улыбнулся. И тогда Абу Бакр ему сказал, радуйся, это радостная весть. Подошел Омар, то же самое спросил, и Зейд ибн Аркам ему точно так же ответил. И Омар сказал, радуйся. И уже на следующее утро была ниспослана вот эта сура, и пророк саллаллаху зачитал всю эту суру. И когда мы будем читать эту суру уже, зная эту историю, мы будем понимать контекст. И, то есть телезрители могут открыть Коран, перевод, почитать, как там Аллах Субхану ва Тааля описывает. Когда к тебе приходят лицемеры, они заявляют, что ты посланник Аллаха, свидетельствуют. А Аллах, это в первом аяте Аллах говорит, Аллах знает, что ты его посланник, и Аллах свидетельствует, что лицемеры лгут. Они прибегли к своим клятвам, то есть и отошли от пути Аллаха. И далее Аллах Субхану ва Тааля описывает все это. Сулейман Бей, если можно, расскажите, какое должно быть отношение мусульманина вообще к лицемерию и к человеку, который лицемерит? Как он должен относиться? Основой убеждений каждого мусульманина должно быть то, что он должен любить благое и ненавидеть в душе, иметь неприязнь к любому греховному и запретному. Потому что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля любит благое и побуждает к нему, и запрещает запретное и мерзость, и повелевает верующим удерживаться от этого. Самое наименьшее мусульманин должен иметь в душе своей неприязнь к лицемерию. Его сердце не должно это принимать и говорить, это решение человека или это действие, которое человек посчитал быть нужным. Почему? Потому что лицемерие либо человека веру делает недействительной, либо оно раскалывает общество, вселяет панику в сердца людей, как мы видим в этом хадисе, который рассказал Муфти Бей. Поступок человека заставило, то есть в обществе, говорить о человеке и думать о человеке плохо, что он сплетник. А это по причине деяний лицемеров. Каждый мусульманин должен, если он почувствовал что в ком-то признаки лицемерия, наименьшее, что он должен сделать. И пророк Мухаммад в хадисе ясно пояснил, как человек должен бороться с любым дурным поступком, любым порицаемым действием. Первое наименьшее – это остановить рукой. Если у человека нет на это возможности, нет на это состояния, и остановить рукой только может тот, у кого есть власть. Например, отец над своей семьей, например, правитель, например, над теми, кто в его подчинении и тому подобное. Если он не может или он не из той категории, в чьих руках есть власть, тогда он говорит это словом. То есть порицает действия человека своими устами. Если он и этого не может, то есть по причине безопасности своей, либо по причине слабости своей, тогда наименьшее, что он должен, это в сердце иметь неприязнь к этому действию и непосредственно тем, кто совершает это действие. И таким образом мусульманин проявляет полноценность своей веры, показывая любовь к благому и неприязнь к запретному. Друзья, если же... Добавлю некоторые моменты, то есть ко всему, что было сказано. Очень важно, то есть некоторые люди думают, то есть я верю в Аллаха и Его посланника, никогда не буду лицемером. То есть на самом деле
такое отношение, то есть чувствовать себя в безопасности, то есть и быть уверенным в этом, это немножко неправильно. То есть, если мы посмотрим на историю, на то, какими были лучшие люди, а посланник Аллаха и сподвижники – это лучшие люди, то есть как они относились к лицемерию. То есть у Бухари есть сообщение, в котором говорится, что один из сподвижников, он застал 30 сподвижников, которые, значит, сомневались, есть в них лицемерие или нет. Сам Умар ибн аль-Хаттаб, это второй праведный халифа, то есть он настолько опасался того, что, быть может, в нем есть лицемерие, что постоянно приходил к Хузейфе, а Хузейфа – это тот сподвижник, которому посланник Аллаха раскрыл секрет свой. Да? То есть он рассказал ему поименно, кто есть лицемер. То есть после того, как Аллах не спаслал аяты, пророку были открыты имена конкретных людей, кто является лицемером. Но сам посланник Аллаха не назвал их поименно. И в этом есть определенная мудрость для того, чтобы не было смуты. И, возможно, некоторые люди покаятся, очистятся. И Аллах лучше знает, в этом есть великая мудрость. То есть, но эти имена не были названы, хотя они были известны. И Хузейфа, он был обладателем этой тайны. И Умар ибн аль-Хаттаб приходил и заклинал его: скажи, то есть, я есть в этом списке или нет. Умар ибн аль-Хаттаб. И Хузейфа говорил: нет. А когда Умар ибн аль-Хаттаб уже стал правителем, то есть он приходил к Хузейфе, опять же спрашивал: есть ли среди моих подчиненных кто-то из числа лицемеров? И Хузейфа сказал: один человек. И он говорит: скажи мне, кто он. Но Хузейфа говорил: я не скажу. И Умар начал думать и выявлять, наблюдать, анализировать, кто же это может быть. И уволил этого человека, но не упоминается имя, опять же, этого человека в источниках. И Хузейфа уже передает в сообщении, говорится, как будто бы я ему сказал, да, как ему, кто это именно. И сам Умар упоминается, Умар ибн аль-Хаттаб. То есть, когда умирал кто-то из числа мусульман, то есть, смотрел, на джаназе идет Хузейфа или нет. То есть, это было признаком. Если Хузейфа шел на джаназе, чтобы хоронить, тогда и Умар присоединился. Если же не шел, тогда он его воздерживался. То есть это все свидетельствует о том, каким у них было отношение к этому явлению. То есть необходимо опасаться этого. То есть, и всегда, на самом деле, то есть сердца, это же недуг сердца. То есть сердца, они, как говорится в хадисе, между двумя пальцами Аллаха. И Аллах переворачивает сердца так, как пожелает. Савун Сулейман-Ходжа, если можно, расскажите, если же в человеке проявилось лицемерие, то что он должен делать? Как должен поступить после этого? Во-первых, если человек почувствовал в себе признаки лицемерия, либо же почувствовал, что в нем есть некоторые качества лицемерия, то первое, что он должен сделать, это как за любой грех, этот человек должен раскаяться. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Алладина إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله». Аллах Субхану ва Тааля говорит: те, которые совершат мерзость какую-либо, а затем они вспомнят об Аллахе и прибегают к Аллаху с раскаянием. Так кто же может простить грехи, кроме как Аллах? И поэтому любой мусульманин, он должен часто просить у Аллаха прощения за свои грехи, как малые и большие, неважно, это лицемерие, либо же любой другой грех. Первое, что должен сделать человек, это оставить, то есть покаяться перед Аллахом. Второе, оставить те действия, которые он совершает, которые являются из признаков лицемерия. Если он утаил неверие, тогда он должен по-настоящему уверовать. Если он лжет, либо же вносит раскол среди общества, тогда он должен покаяться и оставить это, уйти. Потому что если одно из условий раскаяния и таубы, покаяния перед Аллахом, чтобы человек оставил тот грех, который он выполняет. Недостаточно человеку раскаяться и тут же усердствовать в этом грехе.
этот человек не является раскаявшимся. И поэтому мусульманин, который почувствовал в себе признаки, качества лицемера, первое, что он должен раскаяться, второе, он должен оставить немедленно этот грех, и не нужно его рассказывать кому-либо другому, что он был лицемером. Он должен скрывать свой грех, но ни в коем случае больше к нему не возвращаться. Друзья, если посмотрим на крымскую реальность, на поведение коллаборантов, которые есть в Крыму, которые сотрудничают с оккупантами, есть ли в их поведении лицемерие, видите ли вы лицемерие и как оно проявляется? Как я уже подчеркнул, то есть если сам Аллах и сам посланник Аллаха, то есть не раскрывали и не указывали, то есть на имена конкретных людей, кто является лицемером или кто не является лицемером, а шли только подробные описания, то есть какие качества лицемеров, о которых мы упомянули. И в этом есть великая мудрость. Поэтому говорить о каких-то отдельных личностях, конкретных личностях, наверное, не будет корректным, как мне кажется, с моей точки зрения. Но показывать действительность, которая есть, особенно если это касается тех людей, которые возглавляют людей, то есть, я имею в виду те, которые... структурой, да? Да, то есть кому дана какая-то определенная власть, влияние, или это духовные какие-то там наставники, лидеры, имамы, то они должны, естественно, не делать таких поступков, которые сейчас происходят там в Крыму. То есть, и это есть явное лицемерие. То есть, когда человек говорил одно, а потом начал говорить другое и тому подобное. Вот, да упасет Аллах нас всех от этого. И самое главное, что я хотел бы сказать, то есть, из-за чего в человеке может рождаться это, да? Из-за страха, из-за чувства страха. То есть, на самом деле, то есть, мы должны всегда уповать на Аллаха, бояться только одного Аллаха. И очень примечательно, очень показательно то, как Аллах Субхану Тааля завершил эту суру, то есть суру лицемеры. То есть последний аят, он гласит о чем? وَلَا يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Аллах Субхану Тааля, если к душе придет эджель, то есть придет ее момент, когда ей следует умереть, он не даст отсрочки. И Аллах всеведущ о том, что вы делаете. То есть это очень примечательно. То есть, и на самом деле, то есть, если все люди, как говорится в хадисе, объединятся для того, чтобы причинить кому-либо зло, то они не смогут причинить этому человеку зло. Это слова посланника. Лишь только в том, что ему было предписано Аллахом Субхану Тааля. То есть все предопределено, все известно. То есть и не надо бояться. Необходимо отстаивать правду, истину, быть таким, каким ты должен быть. И в особенности это касается, опять же, я подчеркиваю, тех, кому могут прислушиваться люди, то есть кого ведут люди. Сулейман Ходжа, расскажите, пожалуйста, если люди же лицемерят и прикрываются тем, что в опасности семья, сами в опасности, в этом случае можно ли лицемерить? И если в таком случае они лицемерили, то что в этом случае? Тоже покаяться, что должны сделать? Смотрите, относительно любого греха, то есть, что касается, в чем есть принуждение к греху, то грех делится, то есть тому, к чему человека принуждают, то есть к запретному совершить, то этот грех делится на две категории. Первая категория – это то, что касается лично тебя, и грех, который относится к посторонним. То есть, например, если человека, например, во время Рамадана, как это делалось в темные времена Советского Союза, когда мусульман заставляли разговляться в месяц Рамадан, когда они постились и когда им сували хлеб в рот или давали воду, эти люди, Аллах Субхану Тааля в этом случае разрешил человеку
подать вид, что он подчинился, ну, как его сердце, будучи наполнено верой. То есть ему дозволено, то есть боясь за свою жизнь, и когда реально есть угроза, не когда что угроза вымышленная, а есть реальная угроза его жизни, выполнить это, ну, продолжать поститься. Например, то есть мы знаем, оставление поста без причины – это грех. И когда человека принуждают, то в этом случае, то есть угроза реально для его жизни, в этом случае Аллах дозволяет человеку разговиться. И этот грех относится к нему лично. И это не считается грехом. Но когда тебя принуждают, то есть когда человека принуждают навредить кому-то, например, убить его, либо же побить его, либо же посадить его в тюрьму даже, стать причиной, у тебя нет права, даже будучи, когда тебя принуждают, спасая свою жизнь, пожертвовать жизнью другой. Или подвергать опасность другой жизни. Да. Подвергать жизни другой. И поэтому в этом случае нет оправдания человеку за эти поступки. Даже если мы можем сказать, что это, например, не лицемерие, но это принуждение, то это неправильное понимание принуждения. Если тебя принуждают к тому, что тебя посадят, например, да, если ты, например, не напишешь заявление на кого-то, либо же не станешь причиной, чтобы кого-то посадили, ты не имеешь права спасти свою жизнь и посадить кого-то. Потому что непосредственно это действие и это деяние является непосредственно явным грехом. И поэтому у человека нет оправдания на то, что он принужден или его заставляют и тому подобное. Человек не имеет права, спасая свою жизнь, еще раз повторюсь, подвергать опасности жизни других. И мы сегодня, например, если видим, что происходит в Крыму, не страдает один человек. Например, даже того, кого посадили за его религию, за то, что он является крымским татарином, за то, что он является мусульманином, за то, что он совершает то, что кому-то не нравится. Если его за это сажают, то не страдает он один, а страдают его дети, страдает его супруга, страдают его родители. То есть страдание касается большей части людей, нежели человека, того, кого принуждали сделать, например, написать заявление, либо же рассказать, либо же как-то вывести к тому, чтобы человека посадили, либо же ему как-то принесли причину, то есть вред, он не имеет на это права, ни со стороны Корана и нашей религии, даже со стороны совести у человека нет права на это. У нас передача подходит к концу. Могли бы сначала вы, потом вы высказаться. Что посоветуете людям в Крыму, которые живут в условиях оккупации? Что им делать? Лицемерить, не лицемерить? Или как бы избежать это лицемерие? Во-первых, любой житель Крыма, он должен проявлять терпение, стойкость, и он должен принимать то, что Аллах предопределил ему в этот период. Это то, что сделает их сердца спокойными. Потому что самое важное, что должно быть у мусульманина, это спокойное сердце, холодное сердце и горячий разум. А не наоборот, горячее сердце и холодный разум. Обычный простой мусульманин, он должен стараться быть стойким в религии. Больше выполнять повеления Аллаха и оставлять его запреты. Жить на самом деле, как подобает мусульманину. Что же касается имамов, проповедников, которые живут там, им желаю бояться Аллаха Субхану ва Тааля, быть больше искренними и объяснять, доносить людям истину такова, какая она есть, не коверкая ее. Не пытаться подвести религию под страсти кого-то, либо же свои-то. И самая главная задача была всегда всех пророков – это вселять спокойствие в сердца верующих. Это то, что должны делать сегодня имамы. Не вдаваться в панику, не вносить слабость, не вносить беспокойство в сердца верующих, а наоборот укреплять их. Наоборот, призывать их к единству. Призывать их к тому, чтобы они выполняли законы Аллаха, совершали молитву, совершали намаз. Пророк Мухаммад в хадисе сказал, намаз – это свет.
Совершающий намаз мусульманин, он обретет свет своей души, он обретет свет и счастье в этом мире. А самое главное, он будет под защитой Аллаха. Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва ман ятаваккаль аля Аллахи фахуа хасбух». И тот, кто боится Аллаха, ему этого достаточно. Тот, кто уповает на Аллаха, ему этого достаточно. Каждый мусульманин должен уповать на Аллаха и знать, что их судьба в руках Аллаха. Не в руках каких-то личностей, не в руках каких-то структур, а в руках Аллаха Субхану Тааля. Если Аллах сегодня на этот этап предопределил человеку такую судьбу, такой расклад жизни, значит, в этом есть благо для этого человека и есть испытания для определенных других людей. Друзья, что вы посоветуете в этом случае? Что делать крымским татарам, крымским мусульманам, которые находятся в условиях оккупации? Я всегда говорю и повторяю. То есть на сегодняшний день каждый мусульманин крымский татарин. То есть просыпаясь, он должен всегда задавать себе вопрос. То есть что я конкретно сегодня сделаю для того, чтобы освободить свою родину от этого оккупанта, восстановить справедливость, восстановить истину. Что я конкретно могу сделать для того, чтобы вернуть государственность, нашу государственность в составе Украины, независимой Украины, соборной. Что я могу сделать? Он должен задаваться этим вопросом, а вечером отчитывать себя. То есть, если человек находит в себе какие-то силы и способности, то пусть делает это. То есть, опять же, как сказал Сулейман, либо делом, либо словом, если не может, то хотя бы сердцем, но это он должен это делать. И это есть самая слабая степень веры, как это говорится в хадисе. И в любом случае, истина и правда, она ясна. И в любом случае, истина и правда, она всегда одолеет и возьмет вверх. Как сам сказал Аллах Субхану ва Тааля: «Куль джаа аль-хакку ва захака аль-батил, инна аль-батила кана захука». Скажи, пришла истина, исчезла ложь. Поистине ложь исчезающая. В любом случае, истина, она победит, иншаллах. Если мы будем делать так, как это угодно Аллаху Субхану ва Тааля, если мы будем делать все правильно, постепенно, мудро, иншаллах, мы добьемся этого результата. И ни в коем случае не надо бояться, потому что, как я говорил, то есть последняя аят, да, из суры Аль-Мунафикун, лицемер. То есть не надо бояться, что кто-то принесет вред, или тебя убьют, или так далее. То есть предпринимать меры надо, конечно же. Но в конечном итоге, то есть это все зависит от Аллаха. И тому очень много примеров, на самом деле, из истории пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как проходили битвы. Очень много примеров. Саулмос, напоминаю зрителям, что это была передача «Истихамет». Наше время подошло к концу. Напоминаю, что гостями студии был муфти мусульман Крыма, избранный на материке, Айдер Бей Рустамов, и глава Совета улемов Сулейман Хайрулаев. Чох Саулмов, Келеген Зачун. Сегодня мы с гостями говорили про лицемерие и о том, как оно проявляется. Да, мы с вами встретимся ровно через неделю, в следующую пятницу. Саулк Нехалунас.